Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто вас втайне ненавидит и что таит? Какие у человека есть планы, замыслы по отношению к вам? Видео актуально в любой момент, на момент просмотра видео, как для мужчин, так и для женщин. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Гадать сегодня мы будем на двух данных колодах, которые вы сейчас видите на экране. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Это первая колода, и это вторая колода. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас посмотрим ваш портрет, кто вы. Сосредоточьтесь только на себе, ни о ком и ни о чем больше не думайте. Старайтесь не скрещивать ни руки, ни ноги. И мы посмотрим, кто вы, кто пришел на расклад. Император. Здесь мужские энергии, если пришла женщина, но вы умеете быть и женщиной, быть и ответственным мужчиной. Да? Внутри вас есть такой вот задел мужика, который все сможет, и гвоздь забьет, и энергия у вас такая, терпение есть, хватка может быть даже вот такая мужская. Можете быть сверху именно женщиной, да, такой, но все же видно по вам, что вы такой вот настрой ваш. Внешне вы выглядите вот как боевая такая. Вы не боитесь сдаваться, вы не боитесь идти напролом, вы не боитесь прямо в глаза говорить, что думаете. И здесь у вас, если есть какая-то цель, вас не остановить, не сбить с толку. Вы человек-машина, да? Человек, у которого вот просто, как сказать, робот, да, вот все и в голове, и на деле. Тут проявление еще таких вот именно мужских качеств есть, когда... Да, такая вот какая-то, я бы сказала, напористость, упрямство здесь может тоже быть. Любите вы себя, уважаете вы себя. Здесь ставите себя на первое место. Не дадите никому спуска, не дадите кому-то над собой командовать, управлять, манипулировать. Имейте, вот знаете, я бы сказала, все под своим контролем. Да, и вообще ситуация подвешенная – это не ваша ситуация. Это ситуация, вот вы, как понимаете, для слабых. Вы же здесь сильная. Вы контролируете, возможно, даже свои финансы. Вот вся такая деловая женщина в заработках, в делах каких-то. И у вас в делах, в работе, да где угодно, у вас все в руках, даже спорится, все получается. Ищите какие-то возможности, беретесь за них и не упускаете. Хваткость есть у вас, хваткая вы. Энергии очень много, сил много. Даже вот сколько бы вам лет не было, всегда могут даже люди удивляться, да, вот что вы как крепкий орешек. Не сломаетесь. Здесь может быть еще видение этого мира в позитивном свете или отрицательную энергию превращаете в положительную. Умеете посмеяться над собой. Знаете, вы тем самым скользкая можете быть для людей, чтобы вам нанести какой-то урон, ущерб или сделать вам больно. Например, вас кто-то попытается вот как-то унизить, но вы как-то это обернете шуткой, посмеетесь, знаете, вот, и тем самым вылезете сухой из воды. Умеете вы, я и говорю, что может обратить это в юмор даже какой-то. Да, там вот у вас дырочка там на кофточке. Да, я знаю. Вот знаете, так улыбнетесь. А мне нравится с дырочками ходить на кофточке. Вот как-то так вот. Вы
спасения. Тут показывают, что момент кого-то спасали или даже помогали кому-то, и до сих пор по сей день продолжаете кому-то помогать. Все так на вас надеются. Даже вот если здесь момент семьи, то здесь вы и о себе заботитесь, и о детях. Вы успеваете. Даже могут многие мамочки удивляться, да, что вы так хорошо выглядите, успеваете и за детьми, и за собой. Но внешнее ваше проявление не всегда может быть правдивым. Иногда может быть скрываться внутри вас горе, но на его вы никогда не пойдете кому-то плакаться, рассказывать о своем горе. Вы вот как-то переживаете все в себе. Может, скрываете даже от людей что-то, что происходит в вашей жизни негативное. Не хотите выносить ссор из избы. Здесь еще показывает у вас такую не просто женщина конкретная, здесь в чем-то целеустремленная. Вы чего-то добились, вы поставили себе другую цель и идете дальше опять. То есть не сломить вас. Вот в какой-то степени вы как гора, да, здесь еще император. Еще вы человек, который не даст вот даже элементарно себя перебивать в разговорах. Когда вы говорите, вы можете на месте даже человека вот остановить, да, и не остановить, а именно, знаете, как высказать в лоб. Я тебе не перебивала, теперь выслушай ты меня. Здесь еще есть такая пунктуальность у вас, что вы, когда слушаете, вы никого не перебиваете, да, вы понимаете в этом культуру поведения. А также и вы не дадите, чтобы вас перебивали. Вы можете даже вот как-то холодно ответить, да, именно в таком тоне, что извини, я тебя не перебивала, теперь ты не перебивай меня. Могут люди видеть в вас именно, что вы, знаете, кто-то здесь может думать, что вы очень такая резкая, амбициозная, нос кверху. Но так, то здесь вы, наоборот, соблюдаете вот какую-то правильность, тактику поведения. И вам нужна не вода, а конкретика. Конкретно, по делу, по факту. Зачем пришел, что надо. Не любите вы вот просто свое время упускать по ветру. Но просто так, разговоры ни о чем. Да, вам обязательно вот нужно какое-то дело. Если не несет в себе даже какой-то разговор дела, вы уходите оттуда. Долго не задерживайтесь. На сегодняшний день в чем-то есть недовольство. Может, даже в своей внешности вам что-то не нравится. Смотрите на себя в зеркало. Не нравитесь вы сама себе, может быть. Или именно вот на сегодняшнее время, да, вы не нравитесь. Что-то не так. Или почему у меня опухшее лицо, что с этим делать, да, или почему у меня там появились морщины, и вот как с этим бороться. Вот как-то можете даже придираться, может быть, к себе, или юбка неровна, да, вот постоянно она куда-то слазит, или еще что-то. Ну вот как-то придирайтесь к себе. Какая-то подвисшая ситуация есть, которую нужно решать, но не совсем вам хочется этого делать. Хочется, чтобы кто-то ее решил. Почему-то здесь еще надежда может быть на кого-то, да, чтобы кто-то это решил. Или решайте это сами, я не хочу. Вот знаете, как-то уходите. Уходите также от чьих-то разговоров опять. От чьей-то энергии. Ну, вас это подвисает, понимаете? Вы не любите вот подвисшести какой-то, вам движения надо, драйва надо вам. Вот каких-то, может быть, даже, знаете, дел просто, которые что-то в этом несут. Возможно, даже определенно или смысл какой-то, или выгоду какую-то. По факту, вот такая. Аргументы и факты на стол или до свидания. А здесь собственник человека. Человек, который, возможно, перенес боль из-за вот этого собственничества, или же состояние ревности. Здесь могла быть больная ревность даже, да, или раньше вы были очень ревнивы. Может, и по сей день ревнивая. Как бы вы в себе не говорили, например, что я не ревную, но вы человек, который все же за внимание к себе, здесь есть такое.
Вы любите к себе внимание. Здесь женщина страстная, горячая женщина, импульсивная можете быть, торопливая можете быть. Сейчас на данный момент в чем-то пока подвисли, но это опять временное состояние. Чего-то, может, ждете, да. Тяжело вам с какими-то справляться делами, которые касаются сейчас финансов. Или что-то застопорилось, именно что касается финансов, да, вы ждете движения или все же предпринимаете что-то в голове, да, думаете, как что-то сделать лучше, может быть, улучшить, или как сделать так, чтобы это пошло наверх, график, может быть, или финансы ваши, да, вот именно, или как увеличить ваши финансы, или, может быть, взять еще дополнительно какой-то проект, может быть, какую-то работу, чем-то еще заняться. Здесь кто-то подумывает о интернете или делает что-то, что касается через интернет. Не все, здесь большинство. Или, ну, может быть, ищете информацию тоже в интернете. Активный человек. Здесь человек рад бы был, или путешественник, или рад бы был путешествовать. Вам вообще интересна другая культура, другие люди, другая еда, кухня и так далее. Здесь человек разносторонний, может быть, увлекаться чем-то таким, что связано с путешествиями или с языками, или же с чем-то иностранным, опять-таки. Да, может быть, посещайте какие-то сайты, где-то учитесь, а там все на иностранном языке. Также здесь человек может быть учитель иностранного языка элементарно, или знаете несколько языков. Здесь еще могут быть люди, которые живут там, где они родились, да, то есть знание другого языка, или же там разговаривают на другом языке. Что касается чувств, не верите вы в чувства, не верите, хотите, но не верите. Да, здесь вот человек даже думает о будущем мужчине, например, да, вот ждете, но вы с одной стороны хотите, с другой стороны вы не верите, что это может случиться. Также здесь человек, вы хотите понимающего около себя человека, не хотите каких-то терзающих отношений, токсичных отношений, или же рядом с собой человека иметь незрелого. Не хотите вы так. Или зрелый человек рядом со мной, или тоже, опять-таки, не надо мне это. Пускаетесь вы сейчас во что-то новое, или идете вы во что-то новое. Касается работы или подумывания о новой работе, но есть какая-то дилемма в голове. Или невидение, что будет дальше, или как там будет лучше или хуже. Вопросом задаетесь. Может быть, даже картам задаете вопрос, что касается финансов. Какие-то страхи вас мучают, кошмары могут сниться, или странные какие-то сны. Окружайте себя не теми людьми, которые вам нужны вообще в целом. Да, касаемо ваших дел, финансов или работы. Вообще, может, даже своей деятельности, той, которая бы вам на что-то открыла глаза, может, тоже. Вас могут недолюбливать за то, что вы слишком мудра и всех учите. Также здесь момент реинкарнации, изменения вашего стиля жизни, вашего поведения. Или здесь человек куда-то переехал, сейчас обосновывается на новом месте, или же все же обосновался, но вы ищете какой-то выход из затруднительной ситуации. Хотите выйти, может, готовы, вернее, выйти даже из какой-то зоны комфорта, дабы ее променять на что-то более позитивное, лучшее. Вам хочется жить хорошо, вам хочется, чтобы на все хватало. Здесь такая женщина. Женщина, которая несет в дом, а не выносит из дома. Женщина, которая может и помочь в трудный момент. На вас, скорее всего, очень много полагались мужчины или просили у вас что-то мужчины. Может, даже забирали или, да, нечестно забирали. То, что не принадлежит им. Могли пользоваться какими-то вашими ресурсами, вашими идеями даже. Вот склонны были. Вы такого уже не хотите. Здесь вот может еще идти информация о том, что вами как будто бы раньше играли и переиграли. А сейчас у вас тактика вот этого императора, именно вот этой королевы жезловой, да, когда вы уже, еще и мечевая королева, когда вы уже не верите окружающим.
совершенно не верите. Или вот что-то, что стыдно спросить, вы спрашиваете прямо в глаза. Не стыдитесь и не боитесь. Вы хотите стабильного мужчину или же, опять-таки, стабильного финансового состояния. Может, даже готовы жить и одна, но главное, чтобы рядом с вами... Нет, все же вы хотите мужчину, да, но тут еще и готова жить одна, но главное, чтобы рядом с вами был банковский счет, на котором будет очень много нулей, да, с единичкой или с чем еще. То есть хотите финансы, чтобы были у вас, причем много, или большие финансы. Да, вот здесь вот, может быть, и в вашей жизни было такое, что перекачивало по финансам, или было, не было, вот знаете, или было аж до того, что есть было нечего, или пустовала тарелка долго. Ну, в плане того, что не совсем нечего, да, вот вы вот как-то, может быть, экономили, а сейчас пришли к балансу тому, что экономить на себе никогда нельзя. Все же понимаете вот какую-то здесь определенную суть. Может это даже касаться личных отношений. Вы понимаете, что вы в отношениях, вы что-то заслужили, но вы не хотите, чтобы кто-то вами, например, манипулировал, но в то же время хотите быть и независимой. Если с вами резонирует, продолжаем смотреть дальше. Кто вас втайне ненавидит, что таит? Сейчас думайте только о себе, никого не загадывайте. Здесь показывает человека, который расстроен в чувствах каких-то. Сейчас пребывает, может быть, в одиночестве, вот как человека, как будто бы все покинули, да, такое состояние. Это рабочий момент. Кто-то с работы, с коллектива, там, где вы проводите рабочее время. Момент усталости у этого человека есть. И что конкретно... Я не вижу, что прям ненавидит, да, здесь момент идет скорее таит, закрывается. Старается ничем не делиться с вами, вот как-то ограждается или отступается, вот какое-то расстояние, интервал с вами держать нужно. Вот это он понимает. Тут какие-то расстроенные, говорю, чувства по отношениям, по любви. Здесь вот какая-то недостаток любви, недостаток какого-то внимания. Да? Человек пребывает часто в одиночестве. Или, да, может быть, какие-то проблемы в отношениях у этого человека быть по чувствам. И здесь есть то, что человек ни с кем ничем не хочет делиться. И вот именно в вас человек видит, что... Вы можете или как-то повлиять. То есть, да, или вот вам что-то, если бы и сказал человек, то вы можете кому-то вот как рассказать, поделиться. Опасается вас. Тем самым боится за какие-то финансы. Человек может втайне утаивать, да, сколько он зарабатывает, или сколько он имеет, что, да, что-то имеет или не имеет, не знаю. Но тут именно момент такого идет, что человек не хочет делиться какой-то информацией, связанной с деньгами, ни с кем. И с вами тоже. Да, или утаивает от вас информацию о каких-то своих финансах. Это женщина. Здесь идет момент того, что, скорее всего, есть такое вот чувство, да, что вы можете сглазить, например, или вот как-то что-то отнять тем самым. Да, вот вы сглазите, например, и у нее пойдет что-то не так. Она переживает за финансы, за какую-то свою стабильность. А здесь еще момент может быть, что эта женщина подумывает о другой работе, о смене коллектива или смене работы, или уход оттуда, с того места. Здесь есть вот какое-то или предложение, да, или общение с кем-то, что влияет на нее уход, уйти, оставаться
Не хочу там. Что-то вот уже вот как или нудно уже, да, вот, но надо, но нудно, но вот что-то не хватает. Здесь может быть и недовольство. Здесь может быть, что кто-то лучше платит, и лучше покинуть это место, пойти туда. Но есть сомнение, страх какой-то, потерять все. Нет, тут ненависти особой нету, но есть воздержание общения с вами. Или не воздержание какой-то информации. Потому что думают, что вы можете вот как-то сглазить или кому-то передать информацию. Так, кто еще здесь у нас? Вы. Да, у вас мужские энергии. Так, вокруг смотрим. Вам тут не ненавидят, а вам завидуют очень сильно. Тут показывают, да, что у вас все вот и любовь у нее, и внимание к ней. Знаете, женщины думают, скорее всего, о вас тут, что вы привлекаете внимание мужчин, нравитесь мужчинам. Есть такое, что да, вы, если рядом, то вы можете посмотреть не на них, а на вас. Да, затмеваете всех. Все вот как тень, да, вот вы такая главная здесь. И в то же время, да, показывает, что у вас есть чувство собственничества, мое. Но здесь и зависть может быть. И в то же время, да, здесь вот есть такое, что недолюбливают вас за то, что вы все к себе, все для себя. Такая материалистка можете быть, или же скорее даже еще любите себя. Может, даже вот, да, тут смотрят, как вы себя украшаете, и это им не нравится. Здесь несколько человек. Здесь могут быть острые слова в ваш адрес или за вашей спиной про вас. Вот какие-то такие, может, вот знаете, вот подкалывание вот какое-то, да, или вот шутки такие именно, где человек хочет вас вот как-то унизить, оскорбить. Видят, что вы сидите на лучшем положении каком-то или же получаете чего-то больше. Плюс выглядите очень шикарно. Занимаетесь собой. И вот считать, что вы эгоист человек, что все вот только для себя делаете или ради каких-то выгод. Знаете, вот могут думать еще то, что у вас может быть в какой-то степени переменчивое настроение, или что вы можете поменять вот какой-то взгляд, мнение, да, то, что, или вот вы были с ними в какой-то компании, да, а можете легко вот как сдать их и переметнуться туда, где вам выгоднее. Видят в вас какую-то вот такую в некой степени скользкую особу. Хотя у нас по портрету вышел император, да, это конкретный человек. Даже вот такой в роли начальника, диктатора, может быть, в какой-то степени, да, вот такой он волевой человек. И вот как думает, так и говорит, да, не юлит. Но вот здесь почему-то кто-то думает, что вы или играетесь. Кстати, могут еще думать, что вы прикидываетесь дурочкой, а на самом деле вы совсем не дурочка, вы все прекрасно понимаете, императрица. Шарите, как говорится.
Здесь, я говорю, на постоянной основе могут обсуждать вашу внешность. Причем посмеиваться, вот знаете, как я говорю, подкалывать или вот что-то, даже в компании такие разговоры идут, когда вот, знаете, вы только прошли, и вот, знаете, вот какая-то такая насмешка. Причем такая глупая, детская. Это вот, я говорю, чувство зависти. Очень во многом вам женщины завидуют. Доставляете вы для кого-то вот именно визуально дискомфорт. Понимаете? Очень вы хороша. Знаете, иногда могут думать, что вы вульгарна, или же вот такая, которая манит к себе мужчин. И вот женщины бы сами хотели быть такими, да, чтобы за ним также табунами. Но или за ними кто-то бегал, может быть, видели, что за вами кто-то приходит, или за вами кто-то ухаживает и так далее. Но вот здесь именно, или к вам как проявляют отношения мужчины. И вот тут начинается именно такая зависть. И иногда здесь кто-то, вот знаете, вот как крутит у виска, именно, ну, как я и говорю, подстебывает, подкалывает как-то, не имея каких-то конкретных фактов. Понимаете? О вас. Знаете, вот человек доиграется, возможно, вот этим вот подстебыванием, да, что на самом деле будет за это потом жалеть. А может просить даже прощения, вот как у Бога молит, просит прощения. Может так случиться, да, что ситуация, что вы что-то поймете о этих людях. Правда может какая-то вскрыться, что откроет маски. Кто это делает, да, именно подкалывает, подстёбывает, смеется. Но считают, что вы, возможно, увлекаетесь магией или ходите к мастерам. Да, вы склонны, может быть, к чему-то такому мистическому или же именно связанное, что с невидимыми силами. Также здесь люди, они вас в какой-то степени остерегаются. Но в то же время, вы знаете, как тихо говорят о вас. Здесь, кстати, есть момент обсуждения ваших личных каких-то границ. То есть внутри этих личных границ семьи, например, да, могут обсуждать именно не только вашу внешность, но и ваших детей, например, вашего мужчину, да, если видели мужчину, здесь могут говорить о ваших каких-то чувствах, отношениях. Считать, что вы, правда, какая-то ведьма, да, колдунья. Знаете, что-то у вас, может быть, видели или чувствовали, что что-то в ней не так. Да, она точно обращается куда-то или вот чем-то занимается. Здесь вышел маг. В то же время они понимают, что вы умеете делать свою работу, исполняете ее качественно, что тоже их отмораживает, делает им больно этим самым. Зависть, завидуют, что вы можете быть мастером в своем деле. Но в то же время вы, вот знаете, какая-то такая для них и закрытая книга, но в то же время вы для них и можете являться вот опасностью тем, что вы, может быть, мало что говорите. Да, часто бывает такое представление у людей, когда человек молчит, и человек не понимает, кто этот человек, он его опасается или аккуратничает. Вот с вами могут также относиться. Аккуратничать или аккуратно как-то заходить, или так аккуратно заводить какой-то вопрос, чтобы получить ответ от вас, информацию. Да, считают, что вам очень сильно повезло, что вы такая.
Но здесь разговор может идти о вашем вот лице, да, вот лицо, фигура, там, тело, ну, что-то о таком, да, что вот ей повезло, что она вот такая, или повезло, что она, например, после родов там, да, не испортилась, или там, не знаю, вот именно это внешности касается, выглядите хорошо, шикарно, но или возраст вас, вот знаете, не губит, не делает вас хуже, вам хуже. Да, в чем-то даже удивляются. У вас показывают на самом деле вот чувство такое складывается. Посмотришь на вас и кажется, что к вам пристают мужчины. Или не то, что даже пристают, а постоянно навязываются к вам мужчины. Или знакомство у вас постоянно происходит. Или вы в любом случае пойдете, да, вот как чувствуют это люди, думают, вернее, что вы легко можете, если захотите, с кем-то познакомиться, причем не навязываясь. Знаете, у вас есть прям вот какой-то определенно как талант, да, вот привязать к себе мужчину, чтобы он подошел к вам. Не кому-то, а именно к вам. Ревность какая-то. Кто-то, кстати, даже вот знаете, как не то, что ревность. Тут я говорю, что если бы она подошла к моему мужу, я бы ревновала. Для кого-то вы, может, даже представляете вот как опасность, угрозу. Именно того, что вы можете вот такая хищница увести. Слушайте, здесь одни женщины выходят, а женщины именно видят вас соперника, соперницу, такую властную даму, умную, интеллектуально такую подкованную. Не хотят, чтобы вы стали врагом. Угу. Знаете, так аккуратничают с вами. Даже вот разговоры, когда с вами диалоги ведут, они думают, что сказать, фильтруют вообще свои мысли. Потому что почему-то чувствуют, что вы вот какая-то ведьма, да, вот еще здесь какая-то дама думает, что вы чем-то владеете таким, что вы можете, да, или за собой, может быть, чувствовала, что что-то происходило после разговора, может быть, или вот какие-то знаки определенно видела, ей казалось, что вы чем-то обладаете, есть у вас какие-то невидимые инструменты, да, которыми вы можете очень классно пользоваться. И вот так, знаете, почему-то еще здесь мысль у нее, что имея то, что вы имеете, это все благодаря тому, что вы это все вот как наколдовали, да, вот, может быть, какими-то заговорами или чем-то. В общем, чем-то вы пользуетесь, ритуалами какими-то, да, что к вам это все идет. Она же ведьма. То есть, когда у вас что-то появляется, да, сразу идет, так она же ведьма. Видимо, так вот. Что вы в ресурсе, видят вас в плюсе. Как это людей корежит, что у вас есть, а у них нет. Здесь ресурсы, финансы. Здесь борьба, хочется вас как-то сломить в чем-то таком, чем вы занимаетесь. Магией, если вы занимаетесь, вот здесь могут именно говорить, что вы, если занимаетесь магией, то да, карма вас посетит, и, в общем, что вы, как сказать, получите больно за то, что вы делаете. Вот видите, да, что интересно. Что могут люди думать? Нет, вы просто счастливчик. Вам везет, в жизни везет. Срываете куш, а люди завидуют, видят. Начинают переворачивать именно историю вашу. И вообще, да, то, что на самом деле нет, вы не колдуете, например, да. А тут считают, что вы это наколдовали. И начинают в это искренне верить и понимать, что вы
притянули себе даже мужика или деньги с помощью каких-то ритуалов. Да, сидите себе по вечерам там и колдуете. Хорошо себя чувствуете, вот так говорят. Хорошо она сидит. Вот, как говорится, не то, что заслужила, а вот как наколдовала. Очень много сплетен. Об этом может идти речь, что о каком-то колдовстве, чем вы занимаетесь, да, в этом, именно много об этом говорят, о чем-то потаенном таком. Может быть, да, что вы ходите, например, к тарологам, посещаете какие-то вот темные места, такие как кладбище, например, да, вот можете. Она может вот так. Или она может обратиться, она знает. У вас может быть на рабочем месте что-то, да, или на вас что-то есть такое, что именно привлекает внимание, и кажется, что вы все это понимаете в этих невидимых силах. Умненькая, начитанная. Да, видит вас не просто соперницу даже, а то, что вы можете вот именно что-то сделать, боятся вас, защищаются, кто-то даже молится. Знаете, например, кто-то поговорил с вами и пошел и помолился, да, или что-то такого сказал. Но здесь касается, может, обратился за помощью. А вас показывают, вы решаете какие-то свои дела, проблемы, деньги, работу, финансы. У вас такая стойкость ко всем, знаете, вот как рефлекс выработался. Возможно, вы понимаете, о ком даже идет речь. И у вас, вот знаете, какое-то такое вот есть состояние, когда вы скорее сами уже привыкли, что у вас будут... Сейчас я надену новое платье, и сколько сейчас понесется в мой адрес обсуждений или за моей спиной. Вы это понимаете, и вы, знаете, смотрите на это свысока. Вы не уподобляетесь именно этим людям. Не хотите быть, да, именно такой, как они. О чем-то незрелом, о чем-то таком обсуждением каким-то, перетиранием костей кому-то. Вам это не интересно. Ну и пусть обсуждают. Мне хорошо и ладно, да, это главное. Как-то... Вы знаете, даже люди к вам подходят с какой-то вот... Если им что-то надо, они не так как-то напрямую, как это делаете вы, в лоб, а вот как-то с какими-то... Даже сами можете замечать, да, вот с какими-то... Привет, как дела? Да, давай сразу по делу уже, что хотела. Да, а вот вы вот так вот. А тут вот они, знаете, с таким, как дела? Ой, сегодня такая погода. Ну, а вам надо факты. А они вот как-то так скользко заходят, если и заходят, да, на общение к вам, то вот как-то... Знаете, здесь может момент быть, даже задабривали вас люди, дабы вы не злились почему-то или не могли им напакостить. Здесь может быть в вашем окружении даже кто-то был, что примирился с вами ради того, чтобы вы за что-то не мстили или не делали. Не иметь врага в своем окружении, да, иметь его на пульсе, вот так считали. Угу. Вы для кого-то имеете, вот кто-то вас реально, опять говорю, боится, вы для кого-то представляете угрозу. Боится потерять какое-то свое счастье. Или что что-то сорвется из-за вас. Что-то может, знаете, вот как вы можете что-то у кого-то, не то что отобрать, сглазить, например. Или же приостановится какой-то процесс какого-то ихнего... Им это досталось, да, вот это счастье какое-то. Они боятся, что это остановится, потому что вы можете, например, сглазить или вот что-то сделать.
Может, даже и в обсуждениях в кругу был разговор о том, что вы чем-то таким занимаетесь. То есть на слуху это идет. Слух. Между кем-то и кем-то. Не просто так подумали в голове сами по себе. Нет, здесь именно о вас ведутся разговоры. Так, давайте еще посмотрим, кто еще вас в тайне ненавидит, что таит. Опять женщина. Но также здесь, знаете, сам разговор идет конкретно о вас, что вы имеете что-то. Опять, наверное, здесь какая-то зависть. Слушайте, вам много завидуют, вот так. Чего-то вы добились в этой жизни, не просто так эта зависть идет. Чего-то, что-то у вас реально есть, чего-то вы добились, получили. Но вам на всех так наплевать, вот что самое интересное, столько завистников, а вы, знаете, не сбиваетесь с толку, вы идете вперед. Медленно, но верно. Да, это вы. Это вы. У вас много вокруг всегда было и будет завистников, потому что вы, вот знаете, человек, который сказал, сделал. И скорее вы к цели. Почему добиваетесь вы целей своих поставленных? Потому что вы не отвлекаетесь ни на кого и ни на что. Здесь самое важное. Сколько людей, столько и мнений, да, это каждого право. Это его вынесенное мнение. Но мне это мнение их, знаете, вот у одного места. Вот так вот вы думаете. И вот что самое интересное, да, вот, и вот даже вам пример, кто не знал, может быть, ну, вообще, да, вот вы-то себя знаете, а может, кто новичок сидит и не знал. Своим надо делом, правда, заниматься, и все будет хорошо. Не обращать внимания, когда моськи кусают. Ну, а вы умеете, опять-таки, да, все же как-никак защищать свои границы, да, послать куда подальше, например, или выкрикнуть, или же резко отставить кого-то в сторону, да, поставить на место, может, даже. Но все равно вы идете дальше. Даже вам, если скажут, что вы там, да вам это не пойдет, да чем вы занимаетесь, все равно вы пойдете и сделаете. Цель поставлена, препятствия не вижу, все. Да, и вот вас в таком лице, и вы знаете, как вы бесите, когда вы чего-то добиваетесь. Вот людей настораживает даже вот это вот ваше поведение. Почему вы такая, знаете, вы такая вольная птица. Куда хочу, туда лечу. Мое тело, мое дело. На ваше мнение мне наплевать. И вот это вымораживает, что вами нельзя манипулировать или на вас нельзя надавить. Даже не знаешь, на какие точки. Информацию же вы не выдаете, да, где у вас больные места, надо же прощупать, но вы не даете информацию. И поэтому сложно попасть в вас. И поэтому люди побаиваются. Очень сильная вы. И представляете даже на самом деле угрозу для кого-то, пусть боятся. Да, вы, какая бы вы, где бы вы ни были, вы всегда в ресурсе. И здесь, кстати, может идти разговор о том, что если вы даже останетесь на улице, вы себя на ноги поставите 100%. Я бы сказала, даже это не то, что ненависть какая-то. Да, тоже так же хочется быть такой же, вот как вы. Да, вот так вот это. Хочется иметь эту уверенность, а у вас она ого-го какая. Есть у вас уверенность. Любой ценой добьетесь счастья или чего-то желанного. Да, и также люди считают, что вам всегда фартит во всем. Пренебрегайте чужое мнение, слушайте только свое мнение или мнение из своей семьи, чье-то мнение, родственники, близкие люди. А здесь кто-то считает, что вы высосали энергию и нервы. Кто? Тут, смотрите, мужчина. Мужчина, если у вас есть дети от этого мужчины, вот тут мужчина считает, что вы забираете у него какую-то энергию.
или сил больше нет. Вы такая, которую нельзя удержать. Вы такая, которая сегодня-завтра захотела — ушла, захотела — пришла. То есть страшно. И злость разбирает, и ревность. И здесь еще, знаете, момент почему-то у мужчины может быть о каком-то делении какого-то материального имущества. Или вот я с ней разойдусь, и я все потеряю, она все заберет. Или же, да, могут быть бывшие отношения, когда дележка, именно денежная дележка. Или вот что касается финансов, да, мужчина вот будет рвать и метать за это, но в то же время он боится, что и вы имеете очень сильную энергию, давление, может быть, связи или еще что-то, что может повлиять на него, и наоборот, он может остаться у разбитого корыта. Здесь такие энергии еще идут, как будто человек что-то таил за вашей спиной, да, вот именно деньги, например, какие-то заначки, или откладывал куда-то что-то, да, говорил, что все не хватает ему на что-то. Все вот, да, у него как он вроде... Ну, то есть, когда у него ничего нету, а сам раз и в копилочку, на счет, например. Но он тут есть какая-то доля ревности или же доля злости, что у вас что-то получается, а у него не получается, и вы забираете все это. Или вам и так достаточно, или, да, тут момент, вы не заслужили. Я заберу, она это не заслужила, заслужила-то я. Здесь жадный может быть до денег, до финансов. Знаете, даже вот готов и голодовку устроить в семье ради того, чтобы вот показать, что у него нету. А у самого в закромах там может на счету лежать достаточно. И даже готов идти по головам. Да, дети, неважно. Да, у меня нету. Свое сохранить, а ваше вот истратить. Или иди купи ты. Ох, локти вы об него покусали. У меня, скорее, тут может у большинства людей проиграться бывшие отношения. Здесь, когда была стянута с вас вот какая-то, на самом деле, энергия. А он говорит, что вы стягиваете с него энергию, что у него какие-то вот синяки под глазами, или усталость, или недосып, да, вот что-то происходит. Непонятное причем. По каким-то обстоятельствам непонятным, но он понимает, что это какое-то ваше влияние. Считает, что вы по подружкам всем рассказали, какой он плохой и поганый. Да, ему стыдно в чем-то. Ему стыдно, может, даже вообще встретиться с вашими друзьями, с кем вы общаетесь, или с коллективом, что вы всем рассказали о его каких-то недостатках, или что он предал, или он унизил, или он такой-сякой. Есть момент такого легкого стыда. Неприятные ваши друзья, ваши знакомые. Он не то что боится, он, я вам скажу, боится за свои финансы. Он скрывает и не показывает финансы. Так. Кстати, он с кем-то из-за вас ругался. Громко ругался, так что вот здесь маты сыпятся. Именно маты, касающиеся портрета человека, то есть вас. Да? Что вы такая-сякая, жадная. Все вот только в свой карман. Или думаете о своем каком-то обеспечении. Да, типа вот в том плане, что в могилу заберу с собой золото, но никому не отдам. Понимаете, или бумажки, купюры. То есть, никому не отдам. Вот он считает, что вы такая корыстная. Хотя здесь проявление наоборот идет. Что человек сам корыстный, мужчина сам корыстный. Здесь может даже идти речь вот... Нарцисс, да, это же болезнь, нарцисс.
Понимаете, человек-нарцисс или абьюзер, они часто манипуляторы, принимают за чистую монету правду того человека, кем сами на самом деле являются. Да. То есть, что вы так сделали, а сделал-то это он, а вы так не делали. Но он это говорит, что это вы вот так сделали. Или что вы такая корыстная, например. А корыстный он. Здесь показывают вас, да, вы готовы вот последнюю рубаху отдать, да, вот именно по миру человек, да, готов помочь. Но здесь, опять-таки, ваша помощь, она такая, что вы поможете тем, да, кто искренне этого заслуживает. Или кто вам помогал, кто был в ту минуту с вами рядом, в тяжелую, например, минуту, в сложную минуту. Понимаете? Вы готовы рубаху снять, а человек о вас говорит то, что вы вот только в свой карман. Да, вот. Также еще может думать о том, что вы реально какие-то делали накопления, складывали где-то на счету, то есть таили что-то от него. Хотя здесь опять-таки показывает, что он от вас таит какие-то финансы, например, откладывает их в сторону. Или что-то вот утаивает, какие-то заначки. Или утаивал. Здесь очень много, я вам сразу скажу, этого человека-скелета в шкафу. Что он делал несправедливым по отношению к вам. Я думаю, в это уже многое что вскрылось. Это понятно, но есть еще информация, что что-то не вскрыто. Это касаемо опять финансов. Знаете, этот человек вот тогда даст, тогда поможет. То есть это жадный человек, но он поможет в том случае или даст, положит, как говорится, на стол. Но когда вы вообще совершенно будете в состоянии, вот прошу тебя на коленях умолять, просить, вот только тогда, может быть, дам тебе какую-то маленькую долю, да, и вот из-за своего как бы благородства. Этот мужчина может на людях быть очень-очень благородным, интеллигентным, знаете, таким культурным, вежливым. Но вот что касается отношений, да, здесь скорее человек готов унижать, вытирать ноги, оскорблять. Это что касается стен дома. А вот что касается за стенами дома, да, он вот одевает определенно какую-то красивую маску и идет в люди. Здесь важна человеку своя репутация, да, что подумают люди. Может быть, даже он на слуху говорил вам, что подумают люди. Ты рехнулась, что ли? Что подумают люди? Да, и постоянно, может быть, на постоянной основе или часто слышали, что подумают люди. То есть нет своего какого-то мнения, нет своих каких-то вот определенно каких-то качеств даже, да, которые вот самовыражение. Вот это вот есть вот какое-то чьей-то жизнью проживать, да, обществом, жизнью общества. Что подумают люди? Он боится на сегодняшний день, он вас очень сильно боится, потому что в ваших руках есть определенно какой-то ресурс, что вы можете кого-то подплатить, например, или кого-то заказать, да, или вот что-то такое сделать, или отслеживать его через GPS, да, что сегодня возможно. Подложил карточку и следишь, то есть, или чип, что угодно, вот, манипулировать. Он считает, что вы очень хороший манипулятор или манипулировали им, его сознанием, и поэтому он вел себя как дурак. Хотя он совсем не дурак. Слушайте, кто хитрее, так это он. Да, здесь человек, кстати, вас ставил в неловкие ситуации или подвисшие ситуации, где вы вот реально как были в шоке, открыв рот, понимаете? Стояли, открыв рот, удивлялись. Но вы, знаете, выбрали здесь себя. Вы поняли, что об меня нельзя вытирать ноги. Я давала просто шанс на любовь. Но это не говорило о том, что я давала шанс на то, чтобы об меня вытирали ноги. Здесь показывает ваш вклад в любви. Вы любили больше. А человек пользовался вашими чувствами. Он вас ненавидит, вот или искренне ненавидит. Знаете, вот как точит зуб. А знаете почему? За то, что вы изменили какие-то ход событий, вообще правила игры. Хотел-то он управлять, хотел он манипулировать. Здесь, кстати, человек мог о вас где-то в обществе плохо отзываться, говорить о вас какие-то нелепости. И здесь
человек даже отзывался вот как-то агрессивно или психовал при этом, когда говорил о вас кому-то. Знаете, он на стороже каком-то, потому что боится, что вы можете в любой момент нанести ему какой-то ущерб или урон. В то же время можете отнять у него что-то дополнительно, если он это выпучит наружу, да, вот покажет что-то. Старается держать вот себя где-то в тайне, но преследовать вас, скрывая свое лицо. У меня идет информация, что человек скорее даже заходит на ваши аккаунты под чужим лицом. Чужое. Вот это не его, как будто бы, да, но не его, то есть его страница, но, например, фейковая фотография, да, фейковое имя, чтобы вы не увидели его. Но знаете, почему он следит за вами? Здесь скорее, чтобы обезопасить себя. Что вы пишете, о чем вы думаете и так далее. Да, что вы, может быть, планируете, или куда ездили, с кем вы были. Может, даже вот как-то, я бы сказала, не только через аккаунты прослеживать вас, но вот тоже какие-то есть трюки определенные у человека, которые могут следить за человеком, где вы находитесь, может быть, по номеру телефона или еще как-то. Да, что сегодня очень легко определить. И скорее вот... Слушайте, здесь показывают, что вы смотрите Таро, и он смотрит Таро. Или кого-то слушает. Кому-то, может, обращается. Он хочет обезопасить себя. То есть он хочет видеть все ваши карты, ваши козыри или ваш ход событий по отношению к нему, дабы себя в чем-то обезопасить. Или магичите ли вы на него, например, дабы себя обезопасить заранее, да, подстелить соломку. Он думает, что у вас по отношению к нему какой-то есть жестокий план или месть. Угу. Вы готовы... Он чувствует, что вы готовы его вот как завалить в могилу. Да? Вот. И посыпать даже не то что землей, вот, как говорится, чем-то таким поганым. Да? Вот настолько он насрал вам в душу, что он считает, что вы готовы отомстить. Положить его на лопатки или положить его в землю. Он может считать, что вы желаете ему смерти. Так. Слушайте, человек замечает, что вы лучше стали выглядеть, да, вот вы разошлись, и вот даже вот как ярче стали светить. Протерли звездочку, и она ярче стала светить. Освещать вам путь. То есть вы стали видеть какие-то дороги, пути, может быть, и путешествуете, может быть, что-то от жизни получаете, то, чего бы он хотел получить. Здесь, кстати, и зависть момент может даже идти. Да, мужчины тоже могут женщинам завидовать. В чем-то даже вам завидуют, что у вас лучше. Но вы еще на что-то посягаете его. Вот за это он боится, за какую-то, может, даже материалку. Что вы будете или мстить, или что-то ему сделаете. Если вы не заберете, но вы как-то, это вот хочется слово сказать, сожжете. Вот как-то приложите руку, дабы ему в чем-то отомстить. Так, кто вас еще в тайне ненавидит? У меня идет информация, что вы себя... Знаете, вы как будто бы себе сама ставите в чем-то подножку. В чем-то вы себя вот, не то что ненавидите,
Я говорила же, да, в начале видео, что даже вот кто-то вас подкалывает, да, вы вот можете это обернуть во что-то такое, в шутку какую-то, ну да, дырявый свитер. Вот, а домой вы придете, вот тут вот именно смотрите как. Домой придете и будете вот думать, что вам сказали про этот дырявый свитер или дырку на этом свитере. Да, и вы будете, вот знаете, как-то себя обвинять. Вот хожу в этом свитере, почему я не могу изменить его, да, купить новый свитер или зашить его, или вот, да, вот почему я такая, все лучше. Какое-то вот такое, как сама себе. Можете смотреть на себя в зеркало и сама на себя говорить какие-то неприятные слова. Такая страшная, или так прыщавое лицо это страшное, да, или еще что-то, вот прыщик вскочил, он так все портит. Тут ругать себя за что-то, почему мне это все в жизни. Да, здесь вплоть до того, что я не хочу жить даже. Может такой, вот это именно как психоз быть, да, именно вот не хочу я или психанула я, вот что-то такое. И тем самым вот больше обострять на это внимание. Здесь показывают конкретно вас. Можете спешить куда-то. И вот часто делать себе же больно, споткнуться тем самым, а потом понять, что я вот когда спешу, я то вазу разобью, любимую, то, не знаю, покорябаю там руку себе, ногу там, или споткнусь, упаду, синяк там, да, вот. Ну, на сегодняшний день можете, я говорю, быть собой очень недовольны в чем-то. Или придирайтесь к себе. Может, даже к своему характеру. Почему я такая всем верю? Или почему я такая добрая? Или почему я такая злая, наоборот, тоже можете думать. Я очень злая. От меня люди, да, например, отворачиваются или не даются мне какие-то в жизни возможности. Что-то со мной не так, вы начинаете дальше себя глубже ругать. Но здесь этого делать не стоит. И вот я вам скажу, что вы проговариваете, то оно на самом деле слово не воробей вылетит, и не поймаешь, а второе слово имеет силу. И когда вы что-то произносите про себя, какая бы вы ни были, понимаете, негативные, будь то я внешне или внутренне что-то не так, то это начинает так и работать в этом направлении. А потом вы понимаете, что все хуже и хуже. Или один прыщик не рада, да, вот прыщик, вот такая я страшная, а потом вскакивает следом второй. Вам нужно здесь наоборот именно говорить о себе так, как о самой яркой звездочке на небе. И у вас будет все лучше и лучше. Вот это и есть момент программы аффирмаций. Я самая красивая, я самая успешная. У меня крепкое здоровье. Вот все только в положительном русле про себя аффирмации проговаривать. Не бойтесь о себе. Знаете, здесь можете вы в зеркало сказать, и даже иногда стыдиться перед собой, бояться сказать сама себе, что, например, это же неправда, да, вы скажете. Мне правда уши лопоухие, это неправда. Мне они не нравятся, например. Вы смотрите в зеркало и говорите, какая же я страшная с этими лопоухими ушами. Но опять-таки, если вы начнете говорить в положительном русле «мне нравятся мои уши», тем самым вы потом перестанете замечать, что они лопоухие. А даже, я вам скажу, аффирмации помогают видоизменить ваше физическое тело. Вот верите вы или нет в это? Когда вы над чем-то начнете работать, тут не то, что нужно говорить, тут вы думаете, да, представляете, что вот уши лопоухие, например, и вы представляете, что их, да, вот сужают в голове. Вы руками ничего не делаете, вы лежите и об этом думаете, вы представляете, как они ближе к голове. И вы почувствуете в том месте, что вам не нравится, пульсацию. Представьте, что с вами стоит доктор, и вы телепатически передаете ему, что нужно сделать с этим-то, да, местом. Будь то даже уши или еще что-то. Конечно, он не уберет родинку с лица, но вы перестанете потом просто замечать эту родинку. Или же вы ее начнете замечать как что-то, вот как изюминка, да, и есть что-то свое собственное, мое, и оно мне нравится, таким, какое оно есть.
И когда вы на это согласитесь с этим, примите себя такой, какая есть, у вас, во-первых, да, здесь и настроение поднимется, во-вторых, здесь и вы увидите, как вы и внешне начнете реально улучшаться, если вам внешне что-то не нравится. Если внутренне, можно также и проводить работу над внутренним своим характером, например, или какими-то чертами, или еще что-то. Подарок вас какой-то ждет именно скорее всего, в том, что касается, что вам не нравится, вот именно несет в себе подарок. Может, даже я полюбила это, я смирилась с этим. Да, я такая, каждый какой-то. Понимаете, как отпечаток пальца. Здесь конкретно показывает вас. Вы поменяете скоро, скорее всего, свое и не только отношение к себе, восприятие вообще мира и людей. Здесь показывают, когда чему-то вы скажете в жизни нет, что-то не делать больше, что является, например, являлось привычкой дурной. Говорить про себя, например, плохо или делать себе плохо, курить, например, пить или еще что-то. Это плохо для моего тела. Или я стала хуже выглядеть, потому что я, да, не ложусь вовремя спать, не занимаюсь спортом, пью там, или еще что-то, занимаюсь чем-то таким, что вредно для меня, или не несет в себе чего-то положительного, только забирает у меня это. Тут откажетесь от каких-то, может, даже и привычек, или откажетесь от каких-то своих мыслей, стереотипов, вообще других, которые на самом деле портили что-то. Но не нужно остро на это обращать внимание, как вы можете, да, вот именно, как я говорю, самобичеванием или придираться. Даже в выборе кого-то можете говорить, зачем я вышла за него замуж, зачем? Вот он мне приносит только то-то, 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 да. Страдания, горе, еще что-то, слезы. Солнышко выходит. А вот что идет. Вот мы спрашиваем, да, кто вас в Тане ненавидит? Тут, знаете, в чем проблема-то вся заключается? Здесь мы увидели очень много женщин, во-первых, да, зависть есть, а второе, есть и агрессия. Почему-то видят вас, на самом деле, вот именно какое-то высокомерие. Но это может быть маска, защита. Но внутри, да, здесь момент такого недовольства чем-то идет ваш, и он проецируется во внешнее. А вот это внешнее, что проецируется негативное, оно считывается людьми, и люди начинают определенно с вами как-то вести, что может быть даже в какой-то степени неприятно. И здесь показывают, что это изменяется. Меняется. Вы изменяете отношение к себе, у вас другая проекция внешне, и люди к вам относятся так, как эта проекция вот именно светит от вас. Общество вас увидит другой по солнцу. Вы поменяете скорее, да, вот как на выборе можете встать. Или вот как на путях каких-то. Что же, как же, да, начнете чем-то вот определенно заниматься. Может быть, даже внутренней просто работой. Все, молчи, не разговаривай, улыбайся. Да, вот определенно здесь какая-то есть программа. Или, я бы сказала, еще дисциплина. Император же вы. Здесь может быть такая дисциплинированность. Не только же мне пахать, да, может быть, заняться своим внутренним вот этим «я» и проработкой вообще своего какого-то поведения в целом, характеристики своей, потому что это же все проецируется. Ага, что проецируется, то потом отдается. Здесь вот скорее будете... Может быть, вы в чем-то таком нудная работа, только работа и какие-то ответственности, да, и в любом случае собирается минусовая энергия, которая проецируется. Не только же все устроено на чем-то таком сложном, тут нужно... Здесь может момент такой, вот вы как упаханная лошадь, понимаете, работаете или чем-то заняты, но нужно и для себя что-то, вот именно база, отдых, релакс, вот просто тупо полежать целый день, ничего не делать, вот повалять, как говорится, дурака, да, или же расслабить косточки, может быть, налить себе ванны, насыпать там соли и просто полежать, включить какую-нибудь приятную музыку, вот именно
Здесь может быть такая тоже, знаете, еще момент, что может влиять на внешнее. Это вот перетрудилась, да, момент выгорания. Или же вот когда человек работает, он вот как сухарь становится такой, да, или же становится такой твердый, император, да, у вас есть эта мужская энергия, но вот в совокупности еще с тем, что вы очень такая, все только о серьезном, все вот так вот воспринимаете, может, все вот по-жесткому, да, так даже над собой, то это во внешне не несет что-то приятное и розовое, и нежное, да. И поэтому, может быть, у вас что-то с кем-то и не складывается. Это не складываются отношения, например. Деньги не идут, работа не идет, бизнес не вывозится, еще что-то, партнерства не заключаются и так далее. Это вот очень сильно взаимосвязано. Также у человека может вот просто быть что-то внутри, что вот именно болит. Болит постоянно, тревожит. Кто-то, может быть, даже вот как вышел только после операции. Да, имеет что-то, побочный эффект какой-то, или же вот именно состояние такое, которое тоже проецируется. Часто после больницы выходит, у людей именно проекция, он может сам не замечать, он может вроде как всем улыбаться, но изнутри выходит проекция, которая проецируется вовне, и люди это чувствуют, считывают. И вы думаете, вроде как улыбаюсь, а на меня вот, знают, все злятся. Чего ради? Да, вот как-то так. Здесь вот конкретно вы сама. И здесь карты именно указывают конкретно на вас, дабы как акцент, понимаете? Вот к этому надо приглядеться скорее, даже в большей степени, нежели там кто что там ненавидит, да. Здесь почему сами истоки идут из того, что внутри вот происходит у вас что-то такое, что вас или грезит, или гнетет, да, или вот убивает даже в какой-то степени. Вот это вот именно самомысли вот эти, да, сами давят, продавливают и проецируются. А потом мы получаем, думаем, а почему? За что мне это? Это даже могут быть не только люди, здесь могут даже просто какие-то ситуации, когда вы выносите такую проекцию, что-то болит внутри, а снаружи выносите. Даже элементарно может автомобиль с вами поругаться, понимаете, сломаться и не ехать. У сумки ручки оторваться. Кстати, и еще, знаете, есть, я сейчас у сумки что вспомнила, еще такая есть, это не практика, это именно примета такая, когда вот вы несете сумки, и бывает вроде как, была сильная сумка, у нее ручки отрываются. Это внутренняя тяжесть. Это не только тяжесть того, что вы несете в этой сумке, это внутренняя тяжесть, скопление чего-то. Нужно выдохнуться. Выдохнуться – это вот релакс. Это релакс. Не зря это есть все, да, в нашем мире. Пожалуйста, пробуй. Медитация, релакс, плавание, отдых, сон. И вот бывает, да, вот вы несете сумку, вроде бы как крепкий пакетик, и ручки отрываются. Да что же это такое? Это вам сразу говорит о том, что внутренняя тяжесть, ее нужно снять. Вот я сейчас сразу об этом пакетике-то и вспомнила, у которого ручки отрываются. Но знаете, что самое интересное, что мы сегодня не увидели каких-то магических атак в вашу сторону, что мы часто видим, да, на раскладах такого типа. Здесь вот просто есть момент какого-то, да, недовольства людей, но я не вижу, что люди как-то собираются мстить или что-то. Они защищаются, ограждаются. Вот здесь нужно вот призадуматься, почему. Да, или вот даже боятся раскрыться. Может быть, хотели бы поделиться, но вот как-то боятся. Боятся. Потому что вот что-то внутри может у вас реально вот болеть, понимаете? А это не смешно. Это не есть, да, то, что я вам что-то говорю в упрек, как многие бывает воспринимают. Вы мне что? Там упрекаете меня в чем-то или нет, это, понимаете, ваше дело, принимать информацию или нет. Второе, подумайте, здесь момент надо подумать, может быть, на самом деле, да, мне вот принять ванны какие-то, расслабиться, вот что в этом такого ненавистного. Вот такой вот был у нас сегодня расклад, и спасибо всем, кто был на сегодняшнем раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.